У Надежды Селютиной день расписан по минутам. Отправив детей в школу и в садик, к 8 утра она прибывает на работу. Надежда Геннадьевна – заместитель начальника управления Федеральной автодороги Лена. Круг ее обязанностей обширен, и объем работы маленьким не бывает. Часто выпадают и командировки. Участвуя в региональных и федеральных совещаниях, заместитель начальника также выезжает на объекты и изучает территории, где дорогу еще только предстоит построить. Начинается все с трассировки, с обсуждения с муниципалитетами, с руководством районов, поселений, общественностью, какими-то будущими пользователями. Поэтому, конечно, мы выезжаем достаточно часто на какие-то мероприятия даже общественного характера. Надежда проживает в Алдане 8 лет. В Южную Якутию она приехала вместе с супругом и старшей дочерью. Сыновья родились здесь. Алдан семье понравился. Общительная и активная Надежда быстро обрела друзей и единомышленников. Мои первые впечатления об Алдане – это такой заснеженный, уютный, небольшой город. И как я тогда уже шутила своим друзьям, я говорю, живу на одной горе, а работаю на другой горе. В специфику работы Надежда вникла быстро, с удовольствием и энтузиазмом осваивая профессиональные нюансы. Легко влилась новенькая сотрудница и в коллектив. Руководство ценит Надежду Геннадьевну за ответственность и компетентность, а коллеги отмечают ее отзывчивость и готовность помочь, а также организаторский талант, необходимый для поддержки корпоративного духа. Надежда Геннадьевна очень активный член нашего коллектива, в принципе, участвует во всех, так сказать, и каких-то корпоративных мероприятиях, которые проводим. С Надеждой Геннадьевной мы работаем вместе с 2018 года. По приходу на работу в управление дороги она была назначена у меня наставником. Характеризую ее как хорошего специалиста, грамотного специалиста, с хорошей точки зрения и профессиональное зрение именно в дорожном хозяйстве. Показала себя как ответственный, стабильный, коммуникабельный человек, готовый решать вопросы, которые входят не только в ее сферу внимания, но и те вопросы, которые отвечают за управление. Залог успеха в работе, убеждена Надежда, заключается в любви к профессии. Самой Надежде этой любви не занимать. На службу она идет с желанием и к любому делу приступает с удовольствием. Любовь к работе – это очень важно. Работа должна, наверное, для каждого стать и тем делом, который приносит доход в семью, и в то же время это должно стать тем местом, где ты самореализуешься. Иначе быть не может. Я свою работу очень люблю. По долгу службы Надежда побывала в разных уголках не только Якутии и Дальнего Востока. Она объездила всю страну. Сейчас заместитель начальника собирается в очередную командировку. Вопросы Надежде предстоит решить серьезные. В данный момент Надежда Геннадьевна готовится в командировку в Москву. Значит, там у нас 2-3 вопроса социальных. Это принятие в федеральную собственность участка 700 метров Бестяхи, поселок Бестяхи Галасского района, и 4 километра передачи из федеральной собственности в собственность муниципального образования Тындинский район в Амурской области. После реконструкции мы готовы будем приступить к передаче. Командировки на работе – это явление такое обязательное, потому что я работаю в управлении федеральной дороги. Дорога у нас в 1157 километров. И так как дорога все-таки это живой организм, за которым всегда требуется следить, конечно, командировки в нашем коллективе – это такая достаточно частая вещь. Вот сейчас я еду в командировку. Если сейчас месяц 11, ноябрь, то я, наверное, еду уже, по-моему, 8-ю командировку, то есть ежемесячно у меня командировки либо по дороге, либо посещение объектов, либо посещение министерств, ведомств по вопросам имущественного характера, там, земельного характера, то есть по вопросам управления дорожным хозяйством. Вот сейчас, например, стоит вопрос по участку в Нижнем Бестяхе, это уже Республика Саха-Якутия. Там мы тоже встречались с населением, с главой муниципального образования. Как в будущем будет выглядеть дорога.
Например, был запрос о том, что остановки должны быть теплыми, обочины как-то обустроены, были тротуары. То есть дорога на живой организм, сколько будет тротуаров, это важно. Будут ли они вообще, да? Как будут расположены опоры освещения, это тоже важно. И важно даже не просто для жителей населенного пункта, но и для водителей. Обычно те, которые в дальние рейсы, вот дальнобойщики, да. Была у меня такая ситуация, когда я зашла в кафе, сижу, пью чай, ко мне подсаживаются водители и говорят, вот, поставили опоры освещения, нам неудобно заезжать на стоянку, поэтому мы как-то это все дело обсудили, и в последующем в проектных решениях мы пересмотрели опоры освещения, и были они там перенесены, где-то, может быть, смещены. То есть все делается для удобства участников дорожного движения, все делается для удобства населения. Частые разъезды заместителя начальника управления не утомляют. Совсем напротив, дорога дарит Надежде новые впечатления и эмоции. А особенно желанны поездки на автомобиле, если Надежда сама ведет машину. Вообще история с автомобилем – это такая моя детская мечта. В нашей семье всегда был автомобиль, и почему-то для себя я приняла решение уже в школе, что у меня будет свой автомобиль. Вот. И заработав на своей первой работе свою такую первую большую крупную сумму, я уже знала, на что я ее потрачу. Я приобрела автомобиль, как сейчас помню, это была марка Nissan March, такой маленький жучок. В условиях города он был очень удобен, но это было так не масштабно, вот, поэтому, конечно, я пользовалась им недолгое время. Вот. И автомобиль я приобрела, и только после этого я уже пошла получать права. Где-то месяца 3 автомобиль простоял в гараже. То есть это вот такая история с автомобилем была. Я купила автомобиль раньше, чем получила права. Перед дорогой дел немало, и Надежда, как всегда, переживает. Нужно ничего не забыть и не упустить. Впрочем, напряжение не сказывается на выполнении намеченных планов, и уж тем более не касается семьи. Во второй половине дня у детей начинаются занятия в кружках и секциях. Старшая дочь Ирина учится в музыкальной школе. На занятия ее провожает мама. Я играю на кларнете, но начала я с блокфлейты. Мой преподаватель Тагир Степанович очень хороший человек, научил меня всего, чему я сейчас занимаюсь. Любимые предметы в школе, наверное, биология. Мне очень нравится познавать мир. Много всего нового можно там узнать. Сыновья Надежды занимаются самбо. Тренировки у мальчишек проходят 3 раза в неделю. Спортзал они посещают и по выходным. Мы с семьей очень стараемся большое внимание уделять занятости детей, и чтобы это было полезно. Считаем, что обязательно должны посещать дополнительные занятия. Вот мы очень долго ждали открытия бассейна. Здесь вот в соседнем помещении, с одной стороны бассейн, с другой стороны зал по занятиям самбо. Уже второй год оба сына у меня занимаются самбо. Младший сын Гавриил также посещает уроки ментальной арифметики. В центр Smarty Kids мальчика привела интересующаяся инновационными педагогическими методиками мама. Это тоже такой, знаете, предмет, который помог нам, наверное, в 1 классе старшему сыну. То есть он сейчас спокойно ориентируется в пределах счета 10-20. То есть мы видим результат, полезность, поэтому стараемся прививать любовь к знаниям, к спорту. Участвуем во всех мероприятиях, которые организуются и в районе, и в школе. Это вот и 9 мая. Для Надежды чрезвычайно важно развитие детей. Родители не только поддерживают увлечения дочери и сыновей, но и подбирают направления, в которых ребята могли бы реализоваться. Допустим, если ребенок вот первое время не очень хотел посещать, то мы купили все обмундирование, там, поговорили с ребенком. Тоже было и с какими-то, с той же ментальной арифметикой, тоже там сразу счеты предоставили нам учителя, книги красочные. И вот путем разговоров и в форме игры это все как-то так вот было, вошло в нашу жизнь очень легко. Сейчас вот думаем, может быть, еще и на плавание пойдем.
То есть мы уже ведем переговоры дома о том, что надо приобрести очки, шапочки. Наряду с профессиональными обязанностями и семейными заботами Надежда Селютина решает огромное количество вопросов, касающихся жителей города и района. Общественную работу деятельная и активная женщина ведет давно. Один из последних вопросов касался безнадзорных животных. Общественной деятельностью я занимаюсь достаточно давно. И когда я задумывалась, что же меня мотивирует, я поняла, что меня мотивирует желание сделать что-то хорошее. Но при этом не всегда есть люди, которые хотят взять на себя ответственность. И я понимаю, что надо при стремлении к чему-то нужно еще и ответственность на себя брать. Например, вот по весне у нас в городе Алдане очень остро встал вопрос с собаками. Они разгулялись по нашим улицам. Как-то мне показалось, что этот вопрос замалчивать не надо. Надо вынести его на обсуждение. Надо разъяснить населению, кто занимается, куда можно позвонить, с кем можно связаться по этому поводу, что делать, если нападут. Вот. И было принято решение организовать такой круглый стол с участием общественников, депутатов, защитников. Мы этот вопрос обсудили, и было найдено такое понимание проблемы и пути ее решения. Надежда является активисткой Союза женских организаций Алданского района. Объединившиеся в Союзе женщины оказывают разного рода помощь многодетным семьям, одиноким мамам и родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное направление в работе Союза составляют культурные проекты. Вот, например, мы стали инициаторами проекта фестиваля «Инстамам», потому что мы сейчас все живем в режиме ленты. Все открывают утром Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте, очень много социальных сетей. Кто-то получает каждое утро рассылку по WhatsApp, картинку с добрым утром. То есть мы все живем в режиме ленты. А мамочки, которые сидят в декрете, конечно, это для них единственное окошко в жизнь. Поэтому мы так посовещались, придумали, взяли за основу опыт женщин города Якутска. Фестиваль «Инстамам». Что можно рассказать женщинам? Как делать макияж, работа с психологами. Центр психологической поддержки презентовал свои проекты. Какие-то клуб чудес принесли поделки, что можно в декрете чем-то заниматься. Ведь самое главное, чтобы мама была занята делом, занята хобби. И тогда она, помимо тех забот, которые у нее в повседневной жизни, она еще и занята любимым делом. Естественно, она тогда уже реализована. Вопросы занятости мы обсуждали. Чем же мамам заниматься? Центр занятости предложил какие-то свои варианты. Да? В начале 2020 года мы провели районное собрание. То есть приехали женщины с Хатастыря, с Куранаха, с Тамота, с Ленинского, Алданские. Пригласили наших уважаемых женщин Алданского района, депутатов. У нас такое было большое заседание по проблемам материнства, детства и участия в проектах, которые реализуются на территории нашего района. Вот я считаю, что женское сообщество в Алданском районе оно достаточно активное. Есть запрос на встречи, диалог. Совмещать 3 сферы – семейную, служебную и общественную – должно быть сложно, но не для матери семейства Селютиных. Быт, признается Надежда, совсем не заедает, если он в удовольствие. Вообще у нас очень организовано все. Мы к этому стремимся, чтобы не было суеты, суматохи в какие-то такие моменты. Например, дети знают, что садик идет младший, средний и старшая дочка в школу, что у них есть дополнительные занятия. Расписание расписано, оно висит на холодильнике, и если папа забыл, то ребенок напоминает. Либо ребенок забыл, папа напоминает. Это что касается дополнительного образования. По бытовой части у каждого свой шкафчик. У каждого своя корзинка с носочками, с нижним бельем. Поэтому, когда мы говорим «оденься», «обуйся», каждый знает, все это разложено. И это приводит и к самоорганизации человека, к порядку в доме. И это очень удобно в бытовом плане.
Совместно проведенное время старшие и младшие Селютины очень ценят. Дети стремятся во всем помогать родителям, и то, что именуется обязанностями, для младших Селютиных отнюдь не повинность. Домашние дела они выполняют с радостью. А к постоянным командировкам мамы дети привыкли. Когда семья остается одна без мамы, здесь, конечно же, большую роль играет уже папа. Я очень благодарна своему мужу, что он меня всегда поддерживает, относится с пониманием к моей работе, разделяет бытовые обязанности. Допустим, если я уехала рано и не удалось мне отвезти детей в садик или в школу, он мне помогает в этом, забирает. Конечно, здесь большая поддержка семьи. И у старших, и у младших есть свои обязанности. Кто-то моет пол, кто-то готовит ужин. Надежда знает, в ее отсутствие дома будет все в порядке. Родители убеждены, доля самостоятельности ребятам идет только на пользу. Так, когда мама уезжает в очередную командировку, заботы о младших братьях берет на себя старшая Ира. Да, приходится с ними возиться, готовить обед или ужин, убираться в доме. Они относятся как к маме на работе. Мама на работе, маме надо, да? Мы это заранее детей предупреждаем. У нас с мужем такое правило, что ничего не происходит врасплох и вдруг из ниоткуда. Заранее проговариваем с детьми, пусть они даже садиковского возраста, может, школьники, что вот предстоит командировка, или это в Москву на неделю, например, да, или это где-то в ближайший населенный пункт на пару дней, где-то, может, дневная командировка, там, утром мама уезжает, вечером тебя с садика заберет. Ну, то есть вот эти вещи, они проговариваются, и дети относятся с пониманием. Ждут, конечно же, это обязательно, чтобы я привезла какую-то игрушку, сладость. Активность и стремление к действию проявляются во всех ипостасях и жизненных сферах. Эти качества подвигли Надежду Селютину на то, чтобы изменить к лучшему микрорайон, где проживает ее семья. В прошлом году по инициативе Надежды было создано территориальное общественное самоуправление. Самоуправление объединило граждан, проживающих по улице Пролетарской. Название улицы определило и название первого в Алдане ТОСа. Это такое сообщество людей, которые живут на общей территории, и их цели направлены на благоустройство этой территории. Мне эта идея очень понравилась, потому что на нашей улице на тот момент не было асфальта, уже пришла в негодность площадка по сбору мусора. Вот на этом участке, например, до сих пор нет освещения. Я нашла единомышленников, и мы обошли каждый дом. То есть я знаю, кто в 65-м, кто в 81-м, 83-м доме. Да? Везде заходили, проводили такую разъяснительную работу. Все были за. Знаете, отказов не было. В нашей республике уже, по-моему, порядка 17 ТОСов. В Алданском районе мы пока единственные. Юридически мы оформили это уже ближе к лету, потому что помимо того, что мы просто собрали подписи, нужно было выдвинуть делегатов, выбрать председателя, защитить границы в городском совете депутатов. То есть этому предшествовала работа с депутатами горсовета, с комиссиями. Потом, только после всего этого, была подготовка устава и регистрация в Министерстве юстиции. Объединившись, жители Пролетарской коллективно определили первоосновные задачи по благоустройству и созданию комфортной среды. Результаты годовой работы члены вновь образованного самоуправления считают весомыми. У нас даже улицу чистить чаще стали. Да, по любым вопросам можем обратиться, как минимум. А так не знали, кто у кого спросить. Это же хорошее дело. И на сегодня у нас вот на нашей улице есть асфальт. У нас новая площадка по сбору мусора. Баков стало не 3 уже, а 5. Сейчас задача стоит – это установка освещения. Установка освещения, то есть одна улица поделена, часть улицы освещена, вторая не освещена. Поэтому сейчас у нас в планах это работа над установкой опор. Возможно, мы еще будем рассматривать установку детской площадки. Сейчас проблема только в том, что у нас нету места. Частный сектор, застройка плотная. Есть желающие нам помочь установить площадку, но просто дело в территории. Земли мало.
Объединение в самоуправлении показало свою эффективность. ТОС продолжит деятельность. Задачи и планы на ближайшее будущее намечены. Для реализации проектов благоустройства требуются финансы, и председатель намерена участвовать в грантовой программе. И как привлекаем деньги? Это личный вклад соседей. И второе, это мы планируем участвовать в программах. Это либо гранты, либо в программах по ППМИ, комфортная городская среда. Ну, то есть в тех программах, которые есть, мы стараемся поучаствовать. Даже возникла такая идея создать свой код-дизайн нашей улицы. Правда, еще не знаю, воспримут его соседи положительно или нет, но будем обсуждать, будем думать, и, возможно, и когда-то из мечты это все превратится в реальность, и у нас на территории города будет такой маленький кусочек земли однотипного вида забора, раскрашен. Ну вот пока это все задумки, надеемся, что все у нас осуществится. Создание самоуправления положительно сказалось на формировании добрососедской атмосферы. Решение общих проблем объединило, а достигнутые результаты сплотили. Познакомившись ближе, люди стали просто общаться. Мы стали друг друга знать, ближе познакомились. Раньше мы соседи толком друг друга и не знали. А теперь уже мы стали близко знакомы. Ну, как бы у Нади есть это, объединять. Она, конечно, много работы проделала, она ходила в каждый дом сама. У нас теперь есть группа соседей, она такая достаточно живая сейчас. Электричество отключили, у вас есть, а у нас нет. Что с интернетом? Давайте туда обратимся. То есть вот такие вот повседневные вопросы, они как-то стали выноситься, обсуждаться, и соседи так вовлечены в этот процесс. Я этому очень рада. Многодетная мама успешно реализуется во множестве областей и направлений. Ко всему прочему, Надежда Геннадьевна Селютина пробует силы в органах местного самоуправления. Она является депутатом Алданского городского совета. Деловая женщина также активно продвигается по партийной линии. Рождения Алдана